Друзья, всем мира! Сегодня поговорим о Казанском ханстве и его основателе хане Улуг-Мухаммаде. Хан Мухаммад, имевший прозвище Улу, то есть Большой, в отличие от другого Мухаммада Кучук или Кичи, то есть меньшего, был внуком знаменитого Тохтамыша и сыном сарайского хана Джалялиддина. После нашествия Аксак-Тимура в Сарае происходила ожесточенная борьба за престол, в которой конкурировали главным образом прежние ханы Тимур Кутлу, ранее свергнутый Тохтамышем, и, собственно, сам Тохтамыш, в свою очередь, свергнутый Аксак-Тимуром. После смерти Тохтамыша претендентами на престол выступили его сыновья, которые и занимали Сарай один за другим, но ненадолго. С наибольшим успехом царствовал один из них – Джалялиддин, которому в 1411 году удалось в союзе с литовским князем Витовтом свергнуть Тимура Кутлу и занять ханский престол. Джалялиддин продолжал великодержавную политику своего отца. Он восстановил господство татар над Россией, расшатанное междоусобицами предшествующих лет. Заставил великого князя Василия I, сына Дмитрия Донского, прибыть в Сарай и обязал его аккуратно платить дань. В 1412 году, после нового ряда переворотов, в конце 1420-х годов престол достался сыну Джалялиддину Улу-Мухаммаду. Правительство Улу-Мухаммада было достаточно состоятельным и настолько заинтересованным в международной политике, что могло в 1428-29 годах отправить посольство в Египет. В 1436 году хан Мухаммад лишился престола, будучи низложен претендентами на ханскую власть, и вначале оказался в Крыму, где сумел утвердить Крымское ханство в качестве самостоятельного от Сарая владения, а после и в Казани. Однако в Казань из Крыма он попал не сразу. С 3000-м войском, покинув Крымское ханство, Улуг-Мухаммад направился в пределы России, надеясь на гостеприимство великого князя Василия II, который получил московский престол из его рук. Хан Мухаммад занял город Белев, находившийся на юго-западной окраине московского государства близ русско-крымской границы, и решил здесь обосноваться. Но московское правительство, может быть, желая показать свою преданность царствовавшему в то время сарайскому хану, противнику Улуг-Мухаммада, не оказало поддержки последнему и потребовало удаления его из пределов России. Против Улуг-Мухаммада был послан отряд русского войска. 5 декабря 1437 года под Белевым произошла битва, в которой русские войска были разбиты на голову, хотя поначалу имели значительное преимущество. Имея опыт отторжения от сарайского ханства независимого крымского государства, самостоятельность которого была обусловлена договором с ханом Сарая Кичи Мухаммадом, Улуг-Мухаммад решил отторгнуть от сарайского ханства другую часть его владений и обосноваться там в качестве независимого государя. С этой целью он составил план восстановления самостоятельного мусульманского государства в Среднем Поволжье, каким было Булгарское царство. Таким образом, Улуг-Мухаммад на время покинул русские земли, оставив Белев. Столица края, город Булгар, лежала в развалинах, и население, отхлынувшее на север за Каму в более безопасные и глухие места, стало сосредотачиваться вокруг нового центра – Казани. Поэтому хан Мухаммад избрал столицей своего государства не Булгар, а Казань. И новое ханство получило название Казанского ханства. Ко времени занятия Улуг-Мухаммадом Казань была уже крупным городом и унаследовала от Булгара его торговое и политическое значение. Месторасположение Казани было менее выгодное, чем Булгара, стоявшего близ самого слияния Волги и Камы, но природою Казань была укреплена сильнее. Подобно Булгару, она расположена на левом луговом берегу Волги, в значительном расстоянии от реки. Такое положение города составляло условие чрезвычайно выгодное для его обороны, в особенности со стороны русских. Неприятелю приходилось переправляться через Волгу и по болотистой низменности подступать к крепости, расположенной на высоком мысу. Русские летописи намекают на то, что Улуг-Мухаммад взял Казань силою и овладел городом лишь после убийства правившего там местного князя, которого Воскресенская летопись называет Либеем, то есть князем Али, а Никоновская летопись Азыем, то есть Газы. У ученых есть основания полагать, что Али и Газы одно и то же лицо.
Утвердившись в Среднем Поволжье, хан Мухаммад решил восстановить свое господство над Россией и заставить московского великого князя платить дань по-прежнему, как то было в период его ханства в Сарае. Князь Василий II, однако, не спешил соглашаться на условия хана, поэтому Улуг Мухаммад предпринял поход против русских. Весной 1439 года он занял Нижний Новгород и победоносно дошел до самой Москвы. Великий князь был вынужден поспешно уехать за Волгу, поручив оборону столицы одному из бояр. С 3 по 13 июня хан Мухаммад стоял под Москвою, но Кремля взять не смог, поэтому отступил в Казань. В 1444-45 годах хан Мухаммад предпринял второй и еще более удачный поход против русских. Поход начался осенью 1444-го взятием Нижнего Новгорода. Хан остался здесь зимовать и в январе 45-го послал отряд против Мурома. Натолкнувшись на значительное русское войско, казанцы потерпели поражение и отступили. Нижний также был ими оставлен. Но с наступлением весны поход возобновился. В апреле Нижний вновь был занят Улуг Мухаммадом. Казанское войско под начальством царевичей Махмуда и Якуба вступило в Московскую область и дошло до Владимира. В генеральном сражении 7 июля в окрестностях Суздаля у Спаса Ефимиева монастыря русские были разбиты, и сам великий князь Василий вместе со своим двоюродным братом, князем Михаилом Верейским, был взят казанцами в плен. Они были отвезены в Нижний к Улуг Мухаммаду. Здесь старые знакомые встретились через 14 лет после того, как Василий Васильевич приезжал на суд к Мухаммаду в Сарай. Великий князь согласился на все условия, которые были ему предложены. Он обязался дать за себя огромный выкуп. В русские города были назначены казанские чиновники для сбора налога, и в обеспечении контрибуций казанцы получили доходы с некоторых городов в виде кормлений. 25 августа хан Мухаммад выступил из Нижнего в Курмыш, и здесь 1 октября князь Василий был освобожден. Хан возвратился в Казань, вполне достигнув своей цели. К этому времени относится выделение татарам в Мещерской земле на Оке особого удела, так называемого Касымовского царства, отданного, вероятно, в силу условий того же мирного договора во владение сыну Улуг Мухаммаду, царевичу Касыму. На образование этого удела нельзя смотреть как на добровольную меру русского правительства. Напротив, оно являлось одним из главнейших результатов одержанной Улуг Мухаммадом победы и первой попыткой ханов татарских вступить в непосредственное управление на русской земле в качестве удельных князей. О Касымовском ханстве смотрите наш отдельный выпуск «Татар сквозь время» номер 16. Личность Улуг Мухаммада, несмотря на скудость сохранившихся о ней известий, рисуется в качестве весьма выдающейся. Царствование его в Сарае было блестящим, и суверенитет над Россией был прочным и непрерывным. Принужденный оставить Сарай, он отправился в Крым и основал там независимое государство, самостоятельность которого была формально признана сарайским правительством. Вынужденный вторично покинуть престол, теперь уже крымский, Улуг Мухаммад не пал духом и вступил в пределы России. Одержавший победу над русскими у Белева, он решил, по примеру Крымского ханства, отторгнуть от Сарая все Среднее Поволжье и основать там самостоятельное государство. Этот грандиозный замысел был выполнен им чрезвычайно успешно. Ему удалось организовать могущественное государство и обеспечить его существование созданием крупной военной силы. Два похода против русских были победоносны. В 1439 году он дошел до самой Москвы, а в 1445 до Суздаля, причем в открытом бою взял в плен самого московского государя. Россия платила ему тяжелую контрибуцию, и в русских городах были поселены татары. Мало того, ему удалось и в пределах России создать новое государство, ханство Касымовское, под властью своего сына Касыма. Большой ум, громадная энергия и колоссальная предприимчивость характеризуют личность Улуг Мухаммада. Что касается других качеств этого хана, то из них русскими историками отмечено рыцарское поведение Мухаммада в некоторых эпизодах еще во время царствования в Сарае. Что касается других качеств этого хана, то из них русскими историками отмечено рыцарское поведение в некоторых эпизодах еще во время царствования в Сарае.
План основания Казанского ханства можно назвать гениальным, потому что хан Мухаммад понял особенность древнего культурного местного населения и, задумавши восстановить мусульманское государство в Среднем Поволжье, правильно оценил шансы на его прочное существование. Дальновидный проект был выполнен с огромным умением, и вновь созданное государство оказалось очень могущественным. Военный талант и организаторский гений основателя Казанского ханства дали ему возможность поставить величие государства сразу на должную высоту и достигнуть такой полноты верховенства над Россией, которая заставила считаться с Казанью более, чем с ханством Сарайским. Всем этим государство казанских татар было обязано Улу Мухаммаду. Друзья, в следующем выпуске мы продолжим историю Казанского ханства 15 века. Обязательно напишите в комментариях ваше мнение о личности Улу Мухаммада. Ставьте мощный татарский лайк под видео и обязательно подписывайтесь на наш канал. Изучайте историю. С вами был Ренат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.